Поливной сезон Кыргызстан обязан предоставлять воду соседям в определенных количествах. К примеру, из водохранилища Кировка в Казахстан в среднем ежегодно направляются около 700-800 миллионов кубометров, а в Узбекистан вода спускается из Папана. Вот Таджикистан получает нашу воду в среднем в объеме 450 миллионов кубометров из водохранилища Турткуль. В свою очередь, наши соседи должны брать на себя содержание этих водохранилищ. Однако, по мнению депутата Умбеталы Кыдыралиева, они эту обязанность не выполняют. В год 22 миллиардов кубов воды из кыргызстанских водохранилищ уходит в соседние Узбекистан и Казахстан. Это означает, что 80% накопленной воды отправляется соседям. На содержание этих водохранилищ ежегодно из госбюджета выделяются огромные средства. Только недавно мы рассматривали вопрос о выделении 450 миллионов на ремонт Токтогульского водохранилища. Почему правительство не требует соседей оплатить расходы на содержание водоемов? Согласно действующим международным документам, накапливаемая вода в кыргызстанских водохранилищах является ресурсом общего пользования. Однако, по словам заместителя министра сельского хозяйства Джаныбека Керималиева, мы можем требовать дополнительную плату за воду в случае внесения поправок в Водный кодекс, где воде дается статус товара. Казахстан раньше платил на содержание Кировского водохранилища 75 миллионов тенге. Сейчас платит 119 миллионов. После внесения изменений в законодательство мы еще повысим плату за пользование водой соседям. Этот вопрос не поднимался уже 28 лет, а все удары мы принимаем на себя. Однако не все так просто. Сделать из воды товар думали еще в начале 2000-х. Тогда парламент назвал накопленную воду в водохранилищах таким же природным ресурсом, как нефть и газ. Но экономисты же утверждают, что в отличие от недр, стоимость ледниковых вод никто не рассчитывал. И если мы все же захотим вводить плату за воду, то нам придется пройти через череду исследований. Мир еще не практикует продажу именно поливной воды. И в этом смысле вот та инициатива, которую поднимают депутаты, она как бы немножко преждевременна. Если уж вот так стоит вопрос, давайте оценим потенциал ледников, посчитаем весь спектр производственных возможностей, сколько можно с экологической точки зрения, отчуждать воду, сколько нужно хранить. Что же об этом думают экологи? Специалисты считают, что накопленную ледниковую воду нельзя продавать. Во-первых, это запрещает делать международное соглашение ООН. Во-вторых, это может нанести урон экологии региона. И, наконец, считать товаром это благо еще рано. Не только у нас, в других странах тоже есть воды, переходящие через госграницы. Их никто не продает, они общие. В случае, если все же вздумаем продавать, нужно тогда рассчитать наши ресурсы. К примеру, в этом году снега меньше выпало. Нужно определить, сколько объемов мы можем выделить на продажу. Вопрос продажи воды из водохранилищ давно перешел в политическую плоскость. Поэтому продажа международных вод, считающихся общим ресурсом, могут привести к некоторым конфликтам. Эксперты же считают, что наши власти не провели в этом направлении эффективную работу и советуют правительству убедить соседей признать воду товаром и решить вопрос с оплатой. Перизат Бакытова, Тынштык Кульбаев, Нью ТВ.